Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», и сегодня мы поговорим о визите в рамках региональной недели в Ленский район депутата Государственной Думы Российской Федерации Галины Данчиковой. Галина Иннокентьевна, здравствуйте. Добрый день. Вы 2 дня работали на территории Ленского района, побывали в Нюйском наследии, встретились с главами поселений, пообщались с общественностью, с активом и посетили медицинские учреждения города Ленска и также аптеки. Что вот вы увидели своими глазами, какие моменты в здравоохранении Ленского района нужно модернизировать в первую очередь, как вы считаете? Добрый день еще раз. Добрый день, жители Ленского района. Практически данная моя поездка – это в рамках региональной недели, плановая поездка в район. Мы за период моей деятельности депутата Государственной Думы в Ленский район приезжаем в 3-й раз. Мы предварительно проводили прием граждан в режиме ВКС. В принципе, это заранее жителям района было известно. Вопросов было достаточно много, но, конечно же, не все вопросы мы успели осветить. И я думаю, что мы будем и в дальнейшем практиковать такие приемы граждан в режиме ВКС. Самое главное, чтобы нас не подвели технические возможности. Первую мы по прилету посетили Нюйскую больницу, пообщались с заведующей отделением. Конечно, есть очень серьезные вопросы. Ждут давно жители Нюи, что будет некая модернизация, ремонт, либо реконструкция больницы. Но хорошо, что в программе данное учреждение стоит. Я надеюсь, что сроки сдвинуты не будут, и жители получат более качественную медицинскую помощь на месте. Затем мы посмотрели Центральную районную больницу, инфекционное отделение, поликлинику. Не все плохо. Думаю, что достаточно серьезно за последние годы правительством республики, главой республики вложено в систему здравоохранения. Очень серьезно меняется и качество. Очень хорошая поликлиника. Надо отдать должное администрации Ленского района. На самом деле все создано для того, чтобы людям было удобно. Правильно выстроен кабинет вакцинирования. Сегодня уже идет вакцинация от коронавируса. В принципе, все места оборудованы. Мы обсудили по итогам поездки, когда посмотрели все учреждения здравоохранения, обсудили это с главой района и определились, что, в принципе, возможно сделать на моем уровне, и что мы с ним совместно по этим направлениям с точки зрения реализации программы будем делать совместно. Ну, примерно вот так. И я еще раз хочу поблагодарить и наших женщин поздравить с 8 марта, особенно медиков. На самом деле очень благодарны, низкий им поклон. Они справляются просто на супер, на отлично. А вот про кадры можете что-нибудь сказать? Земский доктор, программа как-то у нас не реализуется вообще. И сложность-то именно у нас в кадрах медицинских. Мне кажется, сейчас оснащение это даже, в принципе, достойное уже. Вы знаете, здесь, наверное, очень внимательно нужно посмотреть с точки зрения, почему программа, которая запущена на федеральном уровне, и предполагалось, что эта программа даст возможность привлечь медицинский персонал на село. Почему она дает какие-то некие сбои в Ленске? Потому что по-разному. Допустим, земский доктор и земский фельдшер запустили 2 программы. Эти программы очень востребованы в других районах республики. И, в принципе, там причина, допустим, в том, что пока муниципальные власти не могут предоставить жилье. То есть ребята готовы поехать, но есть проблема, нет жилья. Но надеюсь,
что вот поручение, которое дал Владимир Владимирович, мы с Арсением Сергеевичем Николаевым, главой республики, обсуждали этот вопрос. Возможно, совместными усилиями с муниципалитетом, с районной властью постараться вот там, где совсем так тяжело, и даже если сейчас будет как бы выпуск для того, чтобы создать условия и молодой специалист не уехал, запустить вот и пойти по строительству служебного жилья для медицинского персонала. То есть тоже решаемо запустить вот такую вот программу. С Арсением Сергеевичем пообсуждали этот вопрос, и думаю, что как раз пообсуждаем с правительством, что если у нас сейчас вот недостаток в кадрах, он все-таки присутствует, мы понимаем, что причиной является, если даже мы выдаем выплаты для того, чтобы стимулировать переезд в сельскую местность, значит, это вопрос вот жилья. Значит, надо решать и устранять, как бы вот, решать эти вопросы. Жители Ленского района сетуют, что на территории работает немало компаний-недропользователей, но трудоустроиться местному населению на эти предприятия сложно. Действительно ли это так, или у жителей Ленского района неверная информация? Что вы об этом думаете? Ну, нельзя сказать, что местные кадры не принимаются на работу. Это не так. За последние годы достаточно серьезно ситуация поменялась. В 2021 году планируется там где-то более, по-моему, по той информации, которая вот у меня есть, более 10 тысяч как бы пойти вот именно работать наши местные молодые люди в эти компании. Ну, имеется в виду в крупные компании, где есть сегодня востребованность в ресурсах. Но, с другой стороны, конечно же, нам нужно очень активно работать с тем, чтобы наши крупные компании наши местные кадры готовили для себя через высшие учебные заведения. Вот, наверное, этот путь такой правильный, системный. Но я надеюсь, что программу на самом деле местные кадры в промышленности ее переформатируют, при этом, в принципе, ее расширят. И, в общем-то, я думаю, что наши ребята будут востребованы. Очень много молодежи учится в Институте нефти и газа, в институтах других востребованных профессий. Думаю, что эта ситуация, она будет все-таки выправляться. Галина Иннокентьевна, сегодня реконструируются крупные аэропорты в Нерюнгри, Алекминске, Полярном. Когда дойдет очередь до Ленска? Этот вопрос обсуждался какое-то время, а потом был снят с повестки. Что на сегодняшний день вы можете сказать? Здесь надо совместными усилиями и региональной власти, муниципальной власти, районной власти, и непосредственно вот федеральному казенному предприятию «Аэропорт Севера», конечно, эти вопросы двигать. Но с другой стороны, вот мы с вами понимаем реально, да, у нас есть с вами аэропорт Талакан. А аэропорт Талакан, вот сейчас полагаю, что все-таки решится вопрос самого здания по аэропорту Мирного. Компания решает этот вопрос. Я понимаю, что это расстояние, да. Может быть, вот это чисто лично, как бы я вот свою позицию высказываю, мы должны выходить на защиту строительства, реконструкции, модернизации порта в Ленске с такой единой позицией, да, чтобы у нас были убедительные аргументы с точки зрения того, что вот то, что вы сейчас сказали, есть аэропорт Талакан, есть аэропорт Мирный, но это есть и расстояние. Мы, в принципе, понимаем прекрасно, что наше население, оно в основном летит семьями, что ехать вот эти 300, 200 километров, 400. Здесь вот вопрос, чтобы единая позиция у нас была, вот нам нужно понять. Вот аэропорту Севера заявляли, он был в 9 заявленных, на него пока не было ресурсов, и строки не появилось. Надеюсь, честно если сказать,
не обманывая себя, надеюсь, в Ленске будет обеспечена доступность для людей. Каким образом мы ее все-таки решим, это вопрос. Но люди должны летать без лишних для себя сложностей. Потому что ехать до Мирного и Талакана – это очень… Ну, это не решение вопроса. Ну да, пожилым людям особенно сложно. Ну, Да. с маленькими детьми. Так что, надеюсь, я со своей стороны тоже буду стараться, когда вот будет необходимость вмешаться, и сейчас будем готовить, будем заниматься этим. Мгм. В ходе поездки вы приняли участие в совещании о реализации федеральной программы комплексного развития сельских территорий. Как вы видите Ленский район в этой программе? Ну, Ленский район я вижу хорошо в этой программе. И Ленский район очень хорошо вписывается в эту программу. Действующая ранее программа, мы говорим о реализации федеральной ФЦП, федеральной целевой программы, да? Она в основном была нацелена, хотя там были стройки, такие единичные, точечные, комплексная застройка, больницы, школы где-то вот в населенных пунктах. Концепция программы вообще радикально поменялась. И сегодня программа, она является государственной программой комплексного развития сельских территорий. То есть речь идет не только о производстве, речь идет о социальной инфраструктуре, о дорожной инфраструктуре, о газификации, об энергетике. Речь идет о строительстве жилья в разных формах, через субсидии, через социальное жилье, через ипотеку сельскую, которая очень сегодня востребована. Это вопросы водоснабжения, это вопросы газификации и строительства, конечно, объектов школы, больницы, клубы. Но при этом здесь, конечно, требуется очень активная позиция муниципальных районов и глав сельских. Мы сегодня, когда обсуждали подготовку реализации программы вот по этому году, и, конечно, остановились на 7-м мероприятии, которое включает в себя комплексную застройку, о чем говорил сегодня заместитель председателя правительства республики и призывал всех участвовать в этой программе. Завершили второй этап, более 70 проектов республика сейчас заявляет. У нас от Ленского района попала это Бичинча. Заявились, в принципе, те условия, которые баллы необходимо было выполнить, они включили. Но сегодня все-таки республика просит более активизироваться, Ленский район, по заявлению, именно по участию комплексной застройки. И отметила, конечно, республика, что то, что касается ипотеки, активность района. На самом деле 125 миллионов, 50 жилых домов, это показатель неплохой. И думаю, что и дальше надо больше это использовать, потому что это шанс для того, чтобы улучшить качество жизни на селе. Галина Никитина, давайте подведем итоги вашей поездки в Ленский район. Я думаю, что итоги мы еще будем подводить и анализировать в целом ситуации и определять для себя, каким образом мы будем решать вопросы, которые были обозначены. Ряд вопросов есть, которые требуют длительных решений, ряд вопросов мы можем решить оперативно сейчас по приезду в Якутск. Мое мнение, очень хорошие, доброжелательные, трудолюбивые жители в Ленском районе. И я считаю, что в Ленском районе любая программа, любая задача, которая ставится перед населением, перед населением, она решаема. Неплохо реализуется у вас программа переселения граждан из аварийного жилья, но у вас очень большая программа сейчас действующая, которая будет до 2025 года. 212 МКД – это очень много.
Поэтому здесь, конечно, нужно следить за тем, чтобы было качество. А так, в целом, у меня впечатление очень хорошее сложилось. И мы пообщались, по сути, с администрацией района, почти со всеми. У администрации на самом деле желание большое меняться к лучшему. Каждый день имеется в виду облику города, района и стремление для того, чтобы люди наши жили лучше. И качество жизни у жителей района было высоким, потому что все у нас для этого, по большому счету, все равно есть. Как ни говорите, нельзя сравнивать мой Верхоянский район, допустим, с Ленским районом. Поэтому в целом думаю, что очень хорошая поездка, так как я практически каждый месяц бываю в районе, каждый месяц, и потом с района еду в село, смотрю, и в общем-то, нет, у меня есть как бы вот с чем сравнивать. Самое главное, чтобы, вот, как я сегодня сказала, чтобы у ребят глаза горели, все остальное это решаемо. Можно и нужно решать, и если думать все-таки о жителях, все будет хорошо. Галина Никитина, спасибо большое за подробное интервью. Нам очень приятно, что вы не забываете нас и принимаете участие в жизни и развитии Ленского района. Это было актуальное интервью с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Галиной Данчиковой. До новых встреч!